Здравствуйте! Как и говорил, давайте сегодняшнее видео посвятим Беларуси. А, Я анонсировал, что будет ролик о ремонте самолетов для стран НАТО на белорусских заводах, в частности, на 558-м авиаремонтном заводе Баранычах. Но новость последних двух дней, она несколько, скажем так, изменила, с моей точки зрения, приоритетность подачи информации. О самолетах я тоже буду упоминать. Мы поговорим о другом. Вышла новость в белорусских средствах массовой информации со ссылкой на «Голос Америки» о том, что Беларусь намерена покупать нефть у Соединенных Штатов Америки. Согласитесь, такая новость, она была бы, мягко говоря, невозможна, либо ее бы восприняли как шутку еще 5 лет назад, поскольку Беларусь была частью оси зла, последний диктатор Европы и так далее и тому подобное, но сегодня Республика Беларусь в лице белорусской нефтяной компании, или же, если быть более точным, ее британской дочки BNK UK, наняла лоббиста Дэвида Генсарелли. Задача этого лоббиста в Соединенных Штатах Америки ни много ни мало, но подготовить все документы и оказать помощь в получении специальной лицензии на покупку сырой нефти на американском рынке для своих нужд и с целью поставок в третьи страны. Документ, я имею в виду договор с лоббистом, уже подписан, первый платеж переведен, и более того, документ зарегистрирован в казначействе Соединенных Штатов Америки. Суть в том, что подобные сделки, то есть услуги лоббистов, они должны быть зарегистрированы в казначействе, должны быть открытыми. Таким образом, можно посмотреть даже сканы самого документа. Пока что показываю просто так, но говорю сразу, что в конце видео сканы по всех 8 страниц регистрационной формы договора, в том числе с графиком оплаты и с суммами, все это будет доступно в последних минутах моего ролика, поэтому смотрите до конца, будет интересно. Ну и так, возвращаемся к договору с господином Генсарелли. Судя по всему, и судя по графику платежей и по окончанию срока договора, все документы на получение лицензии, возможно, сама лицензия, должны быть оформлены до декабря 2019 года. Таким образом, уже в первое полугодие 2020 года, то есть на минуточку, это начнется новый бюджетный год в Беларуси, Республика Беларусь имеет возможность закупать сырую нефть у Соединенных Штатов Америки. Забавно, правда? Возникает вопрос, зачем это для Беларуси? Зачем покупать сырую нефть у США и так далее и тому подобное? И если нефть своя? Ну, давайте так. В текстовой версии, если люди читают на украинских ресурсах, возможно, на белорусских, большой развернутый текст по этой теме, я делаю лирическое отступление. Тут я просто сошлюсь на целую серию видеороликов, в том числе о том, где Беларусь может покупать нефть и где Беларусь нефть уже добывает. Потому что по состоянию на сегодня Беларусь добывает до 2-2,5 миллионов тонн нефти в различных странах. Вопрос только в том, что экономически невыгодно малые объемы нефти и в связи с различными ее сортами поставлять на белорусский НПЗ, поэтому это в массе своей идет на экспорт. А с другой стороны, да, есть своя собственная добыча, но и есть так называемая российская труба, то есть пока что есть поставки сырой нефти из Российской Федерации. Зачем же искать альтернативу? Тут есть сразу несколько резонов. Первый – это деградация российской нефтянки. Это признают даже отраслевые документы о планах развития сырьевой отрасли Российской Федерации. Там фиксируется, что объемы добычи Россия может увеличивать до примерно 23-24 годов, после чего последует несомненный спад, причем этот спад будет даже в случае прихода технологий. В чем причина? Причина в застаревшем технологическом укладе. Это я, кстати, объяснял, сравнивая санкции против Венесуэлы с санкционным давлением на Российскую Федерацию. То есть в тактическом поле ничего не угрожает, но с точки зрения стратегии, рано или поздно технологический уклад, он устаревает, то есть, соответственно, ты не можешь гнаться за конкурентами, добыча нефти становится все менее рентабельной, ты тратишь все больше деньги на поддержание уровня добычи. Но в Российской Федерации добавляется еще две беды. Во-первых, это демография, то есть реально многие, назовем так, как регионы, которые существуют в индустриальном укладе, их население уменьшается, на смену им приходит население национальных окраин, то есть люди, выросшие в доиндустриальном де-факто обществе. Соответственно, даже качество студентов, качество выпускников, оно будет уменьшаться. Ну и с обычным старением старых специалистов удержать уровни добычи и качественные показатели становится все сложнее.
Вторая причина, то, что Российская Федерация активно использует тему углеводорода в качестве политической такой себе дубинки. Ну, давайте вспомним даже в отношениях Минска и Москвы, вроде бы там союзным договором, с тем, что обе стороны клянутся там чуть ли не в любви до гроба друг к другу. За последние, лет 10-15 было как минимум 3-4 таких глобальные большие нефтегазовые торговые войны, когда прекращалась в том числе поставка нефти либо газа по трубопроводам. Исходя из этого, как бы вам сказать, ожидать, что будет лучше, вряд ли получается, тем более, что 19-20 год – это времена электоральных кампаний в Беларуси, вначале парламентские, потом президентские, но учитывая то, что в Кремле все более и более нарастает раздражение политика Беларуси, которая никак не хочет идти в русле политики Кремля и по украинским, по другим вопросам. И, соответственно, следующий и еще один, скажем так, немаловажный фактор, почему Беларусь задумалась, это кризис с качеством российской нефти. То есть мы помним проблему с загрязненной нефтью в нефтепроводе «Дружба». И естественно, что в таком формате Беларусь вынуждена искать более стабильных поставщиков. Тем более, что белорусские НПЗ закончили недавно очередной этап модернизации. То есть за последние 3 года на это было потрачено более $2,5 миллиардов. Соответственно, белорусская нефтеперерабатывающая отрасль по состоянию на сегодня, она закредитована. И для того, чтобы оставаться в нулях и, в принципе, погасить все кредиты, необходимы гарантированные поставки качественного и нормального сырья. Как по объемам, так и, снова-таки, по качественным показателям. Россия на фоне политических кампаний, на фоне желания поддавить на Беларусь вряд ли может восприниматься в качестве надежного поставщика. С точки зрения качества тут тоже. И политический фактор тем более. Появление альтернативных источников поставки уменьшает зависимость от Москвы. Это несомненно, и это в принципе хороший процесс. Поэтому да, для Беларуси критично важно найти еще одного либо нескольких поставщиков. И тут возникает вопрос, а почему же Соединенные Штаты Америки и как они возникли? Давайте об этом немножко поговорим. Итак, почему США? Действительно, если посмотреть еще недавнюю историю, еще раз напоминаю, что договор о получении лицензии подписывает белорусская нефтяная компания и будет получать еще Беларусьнефть. То есть, что мы имеем? Мы имеем достаточно забавную ситуацию, при которой компании, которые до 2015 года находились в санкционном списке Соединенных Штатов Америки, компании, чьи активы были заморожены, с которыми нельзя было заключать никакие соглашения любому американскому резиденту, сейчас пытаются получить лицензию на покупку сырой нефти. То есть, во-первых, сняты санкции, во-вторых, они, по крайней мере, рассчитывают на успех. Уже достаточно интересно, как минимум. Для того, чтобы понять, давайте вспомним, с чего все начиналось, либо как выходила Беларусь из-под американских санкций. То есть то, что Беларусь заняла свою позицию, отличную от российской, в украинском кризисе, в вопросе войны России и Украины, это понятно. То есть да, если мы говорим о голосовании на международной арене, там шло в основном пророссийское, точно так же, как с Россией. Если мы говорим о реальных проектах, то тут скорее развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Украиной, создание совместных предприятий, в том числе по сборке военной техники. Но если даже вернемся к нефтянке. 2014 год Беларусь могла очень просто задушить Украину, когда на счетах казначейства не было денег. Беларусь могла просто по контрактам поставки нефтепродуктов перейти на предоплату. А на минуточку, на тот момент 60% дизельного топлива в Украине это было белорусское происхождение. Все. Нету солярки, не ездят танки и так далее. Это все легло. Берем второй аспект. Май этого года. Помним, что Беларусь пострадала от грязной нефти. То есть Беларусь вынуждена была даже остановить экспорт в третьи страны. На этом фоне, одновременно с этим, Россия пытается ввести ограничения на продажу нефтепродуктов в Украину, пытается ввести санкции. Что делает Беларусь? Беларусь через 3 дня после введения запрета на продажу на внешних рынках возвращает систему продажи Украине, то есть делает все, чтобы в Украине не возникло дефицита топлива, естественно, при этом зарабатывая, но как бы там ни было, учитывая необходимость безопасности собственной системы, возможно, это было временно. Ну и второе, она существенно нарастила объемы продажи, именно физические объемы на протяжении последних 3 месяцев. Таким образом, даже 10% уменьшения российских поставок украинский потребитель практически не почувствовал.
Потребители, я имею в виду оптовики, то есть за жлобство отдельных трейдеров, ну, это уже, как говорится, отвечает украинская сторона. Таким образом, количество нефтепродуктов то же самое, даже чуть-чуть больше. Но вернемся к Беларусьнефти. Как она выходила из-под санкций? Санкции были отменены в 2016 году после достаточно интересной ситуации. Ну, во-первых, там даже не ситуация была, там было очень интересное определение. Казначейство США объявило о прекращении приостановки действия санкций в отношении Беларусьнефти, которые санкции были введены, напомню, за разработку за разработку нефтяных месторождений, деньги от которых шли на оружейные программы Ирана. Итак, якобы Беларусьнефть пообещала, что мы больше не будем этого делать, и якобы казначейство США поверило, и Госдеп США поверили последнему диктатору Европы. Забавно, правда? Вот на слово так. Оба, и поверили. Но как бы там ни было, что есть, то есть. Санкции были отменены. Через 1,5 года выяснилась достаточно интересная особенность, потому что отмена санкций она совпала по времени с еще одним интереснейшим проектом. А именно, в это же время Республика Беларусь через болгарскую фирму-прокладку за американские деньги продавала оружие сирийской оппозиции, в том числе противотанковые ракетные комплексы, с которых противники Асада жгли танки не только Асада, но в том числе и российские танки российского экспедиционного корпуса. Даже если не ошибаюсь, сбили 2 либо 3 вертолета. Итак, еще раз повторю, деньги были американские, фирма-прокладка из Болгарии. И самое интересное, что доставка грузов осуществлялась белорусской авиакомпанией Рубистар. Ну и сегодня эта авиакомпания, кстати, возит грузы для операций стран НАТО, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, в Афганистане. Вот, ну это, так сказать, снова такие союзники Российской Федерации, скажем, в скобочках. Ну и дальше. Дальше было множество встреч на, скажем так, на уровне рабочих групп. В 2018 году сотрудничество, либо же контакты очень сильно оживились. То есть рабочие встречи проходят практически регулярно. То есть в конце 2018 года в Беларуси были представители, либо точнее руководители крупнейших аналитических центров США. Это Пен Байден, скажем так, фонд Пена Байдена, Rand Corporation, Jamestown Foundation и так далее. То есть плюс были визиты конгрессменов, профильные специалисты Госдепа, в том числе, например, такой человек, известный в Украине как Джон Кент, который работал в политическом отделе посольства США дважды. И, кстати, если говорить о Кенте, он посещал Минск за последние 4 месяца 2 раза. Причем последний раз как раз-таки перед заключением контракта между БНК и американским лоббистом Генсарелли. И по последнему визиту там очень интересное было описание. То есть я сейчас по-белорусски зацитирую пресс-релиз американского посольства о визите Генсарелли. То есть, как вы думаете, какие могли быть темы для обсуждения, либо темы для визита? Итак, наместник помощник держсекретаря Джон Кент имел гонор отдать данину памяти выбитному классику Максиму Богдановичу и поразважать про спадщину белорусской литературы, сучасной литературной белорусской мовы подчас визиту в Минск 9 липеня. Итак, 9 июля сотрудник Госдепа, который сегодня курирует Восточную Европу, в частности Беларусь, Украину, Грузию, Молдову, он приезжает в Минск возложить цветы к памятнику белорусского классика и подумать о белорусском языке и белорусской литературе. Прекрасное обоснование. Как бы там ни было, господин Кент уехал, и через буквально несколько дней было заключено соглашение с американским лоббистом. То есть БНК всерьез решила заниматься импортом американской нефти. И плюс к этому еще можно добавить, например, сотрудничество спецслужб и силовых органов. Например, Следственный комитет Беларуси за 2018-2019 год заключил меморандум о сотрудничестве с ФБР, с агентством по борьбе с наркотрафиком. Причем по этим меморандумам вроде бы пустые бумажки, но работают уже реальные рабочие группы, наполненные людьми. Например, если мы говорим по агентству по борьбе с наркотиками Минюста США, то договор был заключен в мае 2019 года, в августе прошло 3-е заседание совместных рабочих групп в Минске. То есть интенсивность можете себе представить. В июле была, кстати, встреча Следкома со секретной службой США, и так далее и тому подобное. Если говорить о, например, оружейном вопросе, да, была заключена еще сделка, и Беларусь начинает выполнять контракт на ремонт и модернизацию, очень важную модернизацию Су-25 для армии Болгарии.
Это государство член НАТО и Европейского Союза. Последнее очень интересно, потому что со стороны ЕС действует запрет на любые оружейные сделки с Республикой Беларусь, на любую передачу даже временную вооружений и техники. Но контракт работает, контракт начинает действовать. Данные санкции должны продлеваться в декабре 2019 года, но сами понимаете, если первые болгарские самолеты прилетят в Беларусь, санкции уже вряд ли будут продлены, потому что смысла нету, они уже нарушены. Ну и таким образом мы имеем, что контакты Минска и Вашингтона достаточно сильно интенсифицировались. И интерес Вашингтона к Минску возрастает. И тут можно назвать несколько причин. То есть, с одной стороны, это участие, как я уже сказал, в различных программах американских силовых структур, американских спецслужб, в том числе по продаже оружия, назовем так, проамериканским группировкам по всему миру. Это позиция Беларуси в регионе в связи в том числе с агрессией России против Украины. Но есть еще две темы. Первое – это работа Беларуси на рынке вооружений, в том числе создание совместных предприятий в третьих странах по выпуску техники двойного назначения. По Украине вопросов у США нету, но вот, например, по СП, МЗКТ и китайской, скажем так, китайской China Shenzhen Space Industry Group вопросов много, потому что китайская сторона создает баллистические ракеты, белорусская, получается, на СП создает тягачи для них, либо передает технологии. И эти же технологии потом засветились в ракетных комплексах КНДР. Второе – это совместное предприятие якобы с МАЗом в Тибризе, которое было создано еще в 2007 году. Ну, то есть о нем сейчас ни слуху, ни духу, но тоже очень может быть, что это речь идет о продукции двойного назначения. Но, наконец-таки, активный вход Китайской Народной Республики в Беларусь, в том числе в сферу, скажем так, и научную сферу производства вооружений и техники. То есть американцам было бы интересно создать какой-то противовес, тоже обозначить свое присутствие, чтобы не отдавать китайцам, ну просто так, как говорится. При этом американцам не хотелось бы тратить деньги. Вот. И, соответственно, в связи с этим, если особенно обращаем внимание на последние два пункта, что такое для Америки разрешить продажу нефти в Беларуси? Первое – это вход в страну, которую Российская Федерация воспринимает, прошу прощения, как свое подбрюшье, как безусловную зону своих интересов. Такой себе ответ за российское баловство в Венесуэле, на Кубе и так далее и тому подобное. То есть, опа, ребята, мы уже тут. И это, кстати, дополнительная хорошая позиция Трампа в возможных переговорах с Путиным о большой сделке. То есть в данном случае уже Путин будет просить, ну, ребята, вы что-то умерьте свои аппетиты в отношении Беларуси, и, соответственно, Трамп будет требовать от Путина каких-то уступок в ответ. Второе, китайское направление. Китайское направление еще более интересно. То есть, что такое нефтянка для Беларуси? Для Беларуси нефтянка – это не менее 20% внешнеэкономической выручки. То есть, это валютная выручка, это деньги, которые приходят в страну. И одновременно это чрезвычайно сильная зависимость от Российской Федерации. И теперь представим, что США, либо любая другая страна, она входит в нефтяную отрасль в качестве надежного продавца больших объемов нефти. С одной стороны, это альтернатива России, дополнительная сфера влияния. С другой стороны, такой игрок, он становится влиятелен внутри Беларуси. Но в данном случае, если это сделают США, получается интересная комбинация. Китай для обеспечения своего влияния на Беларусь либо кредитует, это возвратные деньги, либо просто инвестирует, это вкладывает деньги в экономику. США будет просто продавать нефть. То есть США усиливают свое влияние, и белорусы за это же еще и заплатят. Как говорится, дешево и сердито. Ну и третье, это тот же самый возможный торг либо по иранскому, либо по китайскому направлению, где Беларусь несколько ослабит, скажем так, интенсивность своих контактов, своей работы. Поэтому сделка вполне вероятна. Но для начала, еще раз повторю, необходимо получить лицензию. Теперь второй вопрос. Хорошо, даже, допустим, договоримся, но где США, где Беларусь? То есть Беларусь уже пыталась доставлять нефть из Венесуэлы, логистика получается золотой. Да, действительно, если напрямую поставлять из Венесуэлы, это получается мама дорогая, как дорого. Но второй вопрос, который возникает, это сорта нефти, потому что технологический процесс нефтеперерабатывающих заводов, он как бы там ни было, учитывает определенные показатели состава сырой нефти. И белорусские НПЗ, да, они современные, да, они одни из лучших в регионе, без преувеличения. Но как бы там ни было, даже с учетом всего этого, они могут работать с не более чем с 20-25 сортами сырой нефти из более чем 130 присутствующих на рынке. То есть, согласитесь, это достаточно большая разбежка. И таким образом
не вся американская нефть подходит, доставлять ее дорого. Есть ли другие варианты? И вот говоря о других вариантах, существует так называемый механизм своп-контрактов. Есть своп-контракты финансовые, есть своп-контракты с участием третьей стороны в торговле ресурсами. Что это такое? Например, компания, продавец нефти, продает нефть какому-то государству, а это государство клиенту компании передает аналогичные объемы нефти, ну, с учетом разницы в цене, разницы в составе и так далее. Для чего это надо? Это уменьшает логистическое плечо. То есть таким образом получается, что покупатель не платит за всю логистику. Беларусь, кстати, так покупала венесуэльскую нефть, получая в реальности, в том числе по второй части контракта, нефть из Азербайджана. То есть вполне могут быть своп-контракты, что американцы продают, например, какой-то из европейских компаний свою нефть, а, соответственно, европейцы, либо те же самые государства Азии добывающие, да даже та же самая Россия вынуждена будет, если она подпишется под такой контракт, гарантированно поставлять определенные объемы нефти на территорию Республики Беларусь. В таком случае возникает вопрос, кто же может быть партнером, вот даже по такому своп-контракту. И вот тут достаточно интересно, что в Беларуси говорили о возможных поставщиках нефти, называли Саудовскую Аравию, Азербайджан, Катар, Нигерию и так далее. Во всех этих государствах есть американские компании, которые добывают нефть. Но есть еще более интересное направление, а именно Казахстан, который переживает бум нефтедобычи и у которого нефтедобыча растет каждый год, и по объему продаж на внешних рынках Казахстан уже обогнал Азербайджан. Казахстан, кстати, пытался разговаривать с Россией о продаже нефти в Беларусь, но русские не пускают казахскую нефть в нефтепровод «Дружба». С другой стороны, в Казахстане активно работают американские компании. То есть американцы там добывают нефть. Эта нефть принадлежит американским компаниям, по крайней мере, часть из нее. Куда она идет? Дальше она идет по так называемому Каспийскому трубному консорциуму. Что это такое? Это нефтепровод с территории Казахстана до российских портов на Черном море. Этот нефтепровод, он принадлежит на 20% казахским компаниям, на 26% американским, на 30, если не ошибаюсь, процентов российских, есть голландцы в районе 12% и остальное уже более мелкие игроки. Таким образом, казахи заинтересованы продавать нефть в Беларусь, заинтересованы. Американцы, если будет договор, заинтересованы. Голландцы, скорее всего, да, тем более, что голландцы давние партнеры для белорусской нефтянки. И в таком результате получается, что 58% голосов акционеров Caspian Pipeline Consortium, они будут выступать за продажу такой нефти. Дальше дело техники, доставить до портов Украины, перекачать по Одесса-Брод. Вопрос, будут ли объемы? Объемы будут, потому что до 2019 года CPC не обладал свободными объемами, потому что объем прокачки были в районе 37 миллионов тонн в год, и все они были законтрактованы. Но в конце 2018 года закончилось строительство, скажем так, второй очереди, и максимальные объемы были расширены до 67 миллионов, до прокачки 67 миллионов тонн. Сейчас завершаются, скажем так, процедуры испытаний и пусконаладочной работы. То есть как только это будет, а думаю, что в таких вещах это будет достаточно быстро, тоже начало 2020 года, будут и свободные объемы для прокачки. Как дальше? А дальше все очень просто. То есть если работает южное направление Азербайджан, Казахстан, потому что в Азербайджане американцы также, скажем так, добывают. И, кстати, возможно, будет еще транскаспийский трубный консорциум, еще один. То есть будут газопроводы и нефтепроводы с территории Казахстана, Туркменистана в Азербайджан. Так, к слову. Вот, то есть, возможно, загрузка танкеров в портах Грузии и России, доставка сырой нефти в Одессу, дальше нефтепроводом Одесса-Броды до Мозыря. До нефтепровода Дружбы, по Дружбе до Мозыря. И таким образом Беларусь, в принципе, может рассчитывать, если смотреть по деньгам, по свободным деньгам, на поставки в районе 2-2,5 миллионов тонн сырой нефти. Учитывая, что Беларусь перерабатывает, получая от России на переработку именно 18 миллионов тонн, еще где-то от 2 до 6 завозят контрабандными схемами. То есть суммарно порядка 10% нефти Беларусь будет получать, назовем так, от американских компаний, если сделка состоится. Уже достаточно неплохо. В реальности может быть больше. Почему? Потому что есть интересы Украины, точнее не интересы, а необходимость Украине создавать стратегический запас нефтепродуктов порядка 2 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Есть интересы других государств по прокачке сырой нефти. То есть теоретически Украина может, сработав сама и плюс с Польшей, поговорить с Польшей, Венгрией,
Литвой, загрузить те же самые одессоброды, осуществлять перекачку порядка 10-12 миллионов тонн. И это уже будет существенная, назовем так, конкуренция российскому нефтяному присутствию в регионе. Это будет новый мощный игрок, и, соответственно, и экономическое, и политическое влияние Российской Федерации будет несколько уменьшаться. При этом очень может быть, что будут появляться новые региональные союзы, которые снова-таки сотканы вокруг темы нефти пока что. Поэтому инициатива белорусской стороны не такая уж и, скажем так, фантастическая. Учитывая прижимистость Беларуси тратит 60 тысяч долларов, а именно столько стоит контракт, услуги лоббиста на заключение контракта, точнее на получение лицензии, это даже такие деньги белорусы вряд ли впустую отдадут, но как бы там ни было, их уже отдали. И я очень и очень надеюсь на то, что если не в 2020-2021 году, сделка может состояться. И это уже будет совсем другой разговор. Это будет очень-очень интересно. На этом у меня все. Как и обещал, выкладываю сканы поочередно всех документов. А пока что всего вам доброго, радости, счастья, любви, успехов, улыбок. И, естественно, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интереснее. Всего вам наилучшего.